Добрый вечер. С вами снова Лейла, Сельдик Хелшин. Один ролик мы уже монтируем и запустим сегодня. Но я хочу продолжение. Я показала, что я была на рынке, но не показала, что я купила. Все-таки хочу немножко показать, что я вам купила. Я, конечно, по сравнению с людьми нашими, кто что покупают, купила мизерную только часть, потому что у меня нет в доме девушки, как знаете, и с меня и так сойдет, как говорится. Но как смогла, так купила. Что купила, покажу и накрою такой вот, ну, не очень большой стол, наверное. Так, первое, что купила вот такую вот клубнику. Вроде бы очень хорошая. Вкусная не могу сказать, потому что еще не пробовала. 800 рублей вот за такой вот лоточек. Так, сейчас буду сюда ставить. Так, что еще? Ну, это мелочи такие, салфетки на стол. На кухню средство такое. Растительное масло. Масло очень дорогое, друзья, но у меня нет чека. Я была в одном магазине и на рынке. Не знаю, точно уже не помню, сколько что стоит. Просто сегодня покажу вам уже без цен. Потратила всего я именно на продукты, на это 10 тысяч денег, без одежды. Это мне понравились эти мармеладки. Мама их любит. Купила такой вот мармелад. Купила финики такие вот. Так, что еще? Ну вот, купила немножко яблок таких. У меня еще есть дома яблоки желтые, такие большие. Я не стала покупать сегодня больше. Так, что еще? Вот огурчики. Значит, 100 рублей были сегодня огурцы. На некоторые вещи, конечно, они сделали огромную наценку. Так, взяла 2 вида капусты на салатике. Потому что я не буду, наверное, делать с майонезом салаты, просто буду делать такие с растительным маслом свежие. Так, что еще? Это обычный лук взяла и такой взяла лук сиреневый, значит. Что у меня еще тут? Это свекла. Хочу свекольный салат. Мне самой захотелось очень. Буду, наверное, свекольный салат. Я знаете, как буду, друзья, делать? Каждый день по разным салатам буду делать. Заранее не буду делать, а буду делать вот, каждое утро. Значит, на петрушку огромная наценка. Раньше она стоила 20-25 рублей. Сегодня она стоит 100 рублей. Так. Это грибочки, которые я в магазине у нас купила за 260. На рынке стоили 400, 350, 400. Так что у нас намного дешевле. Так, здесь у меня что? Здесь апельсинчики. Это я уже в магазине. Апельсины 95 рублей у нас стоит. Ну вот. Нормальные апельсины на 253 рубля. Так, тут бананы. Бананы тоже стоили, уже есть ценник. Это я не на рынке. 88 рублей за килограмм. Бананы. Так, и груши у меня здесь. 130 рублей килограмм груши. Такие вот красивые груши. 130 рублей килограмм. И бананы не буду все вытаскивать. Так, здесь я взяла всего понемножку. Это мне был нужен яблочный уксус. Это, конечно, не немножко, а купила на всю жизнь, наверное. Так, купила майонез вот такой вот. И вот таких вот орешек немножко набрала. И на стол, и на что-то. Курагу купила вот такую вот. Так, кукурузу, горошек. Купила крабовые палочки, но не на стол, а просто купила, чтобы сделать нам самим дома. Ну, если кто-то придет во время, что я приготовила, и на стол поставлю. Мама очень любит крабовый салат, поэтому купила для нее. Так, где-то еще конфетки были, да, нет? Это я просто так украсить, чтобы у меня есть конфеты, я хочу чуть-чуть вот такие вот подороже конфетки накинуть туда. Ну, это гречка просто я в дом купила. И вот такие вот 2 сыра косички купила тоже для салатов. Салат с сердцем, я сама очень люблю этот салат. И, наверное, приготовлю тоже. Так, ну и как всегда, мимо рассады я не пройду, конечно. Несколько лет подряд я сажала вот такой вот сельдерей, который черешковый называется, да, который вот не
не корень бывает, а черенок такой. У своего друга спросила, сколько стоит и что это такое, и он мне привязал. Ну ладно, я говорю, дай мне 2-3 штуки. Он мне тут, по-моему, то ли 6, то ли 7 штук положил. Я точно даже не знаю сколько. Придется посадить ее тоже, сельдерей такой. Так. Дальше. Помидорки купила вот такие вот. Они стоили 160 рублей. Ой, и вот чем я была возмущена. Вот эти вот листья салата тоже. Потолок стоили 50 рублей до праздника, прям буквально. И их было намного больше листочков в этом пучке, конечно, раньше. Сейчас пучок уменьшили, и цена на него 100 рублей. А чуть побольше пучок стоил 150. Это вообще возмутимо. Я возмущаюсь этим, если честно. Что у меня тут? Так, это носки. Это болгарский перец я купила. Лимончики. Так, вот такой вот виноград. Что здесь еще? Что у нас есть? Это фасоль, про которую я говорила. Анютины глазки, я ее называю. Купила, не удержалась. Надо посадить ее. Купила вот несколько гладиолусов, кориандр, кинзу. Не сажала кинзу и шпинат купила. Короче, у меня все вместе. И праздник, и жилье. И житье. Так. Здесь, значит, что у меня? Это для ребятишек я купила, друзья. Ну-ка, куда бы я их положила? Так, давайте я это сниму. Так, это вот здесь ребятишкам, которые будут приходить, купила эти штучки для ребятишек тоже, чтобы порадовать наших ребятишек. И вот эти штучки. И если вдруг закончится, то у меня есть где-то карамель. Так, значит, и такие орешки купила. Вот еще ребятишкам. Вот такие конфетки тоже купила ребятишкам. Вот. На 1000 рублей, короче, получилось, что я купила ребятишкам. Это бабушки рисовые хлопья и овсяные хлопья на заказ. Упая. Так, ну еще вот эти вот конфетки тоже. Вот такие вот. Для меня хватит. У меня будет только 2 вазочки на стол. Обычные там у меня есть. Это просто чтобы для украшения я купила, друзья. Купила эти лимонады. Ну, еще лимонады, это все еще подкупится, друзья. И я буду варить компоты. Так, все показала, по-моему. Вроде бы все. И, друзья, купила для мамы платье в подарок. Как раз у меня Мадина привезла ей косынку такую вот сиреневого цвета. Подобрала под это. Вот такое платье для бабушки. И купила себе тоже одно платье. Сейчас покажу вам. Конечно, сама покупала, уже не светлое. Вот такое вот платье для себя купила. Померила, вроде бы нормально. И как раз к платью скажу. Мне подписчики пишут, что некоторым не понравилось, что я сказала, что платье не одену, которое купила мне дочка. Друзья, я это говорила просто потому, что я, в принципе, со смерти мужа в светлых вещах вообще не ходила. Но не знаю, посмотрим. Я еще пуговицы не пришила к нему. И из-за того, что вот мне написали, может быть, это платье будет, я уже не помню, как она мне написала, милость Аллаха, что ли, ну, что-то такое, извините, я уже не помню. Но придется мне, наверное, одеть это платье. И ради Мадины одену, и ради вас одену. Если оно, конечно, мне будет идти. Не знаю, мне обычно даже не идет светлое, не из-за того, что там из-за чего-то я не ношу. Я и в молодости очень редко одевала светлые вещи. Мне казалось, что они мне не идут. А теперь, когда я еще и в таком
весе, тем более светлые вещи полнят. Ну, посмотрим. И хочу еще показать, что мне подарила моя сестра. Это, говорит, прислала ее сноха. Коврик для раскатывания, скалку. Это сноха моей сестры. И вот такой вот постельный комплект мне подарила моя сестра. А маме тоже она привезла там платье, косынку, много чего для мамы привезла. Я просто не занесла их сюда, может быть, потом покажу. Вот так вот, друзья, вот такие у меня сегодня покупочки. Устала, конечно, очень. Не люблю рынки, повторюсь еще раз. Сейчас пойду, буду делать что-то на ифтар. Придумывать, не знаю что, положу по холодильнику, посмотрю, что там, потому что готовить очень много времени нет. Да и желания нет, если честно. Не то, что желания нет, а нет, усталость большая. Посмотрим, что я буду делать. По-любому вы это увидите. И, мои дорогие, на ужин у меня стояло тесто, как видите. И видно, что серое. Иногда у меня были комментарии, она у нас посерела, что вы с ним делаете. У меня тоже, видите, уже стоит сегодня 3-й день. И хочу все-таки дожарить, сегодня пожарить лепешки. Потому что если оно и сегодня у меня простоит, то завтра, если уже будет, если сегодня последний день, то завтра вряд ли кто мои лепешки поест. Поэтому сначала хотела пирожки сделать, а потом думаю, устала все-таки сегодня, по-быстрому пожарю лепешки с творогом. Это то же самое, как и пирожки, как и обычные, но только жареные будут лепешки на масле. Я обычно делаю уже без масла, а вспомнила, что я такие не показывала. Пока греется у меня масло, налила в сковороду масло. Ну, масла должно быть так, не очень мало, не очень много. И сейчас быстренько, чтобы тесто мое не пропало, сделаю эти лепешки. Вот, еще просто неизвестно, сегодня последний день или нет. Будет известно только часам к 7, когда, ну, если будет видна луна. Если будет видна луна, то уже сегодня последний день. Если луны не будет видно, то завтра еще один день надо держать пост. Я замерзла, друзья, не знаю, шла с магазина, вообще замерзла сегодня. Одела теплое платье себе. И что-то не знаю. Но из-за того, что вечера холодные, поэтому, наверное, простыла. Хотя и одевалась я вроде бы все время. Будем надеяться, что к празднику мой голос хоть немножко лучше будет. Пока греется масло, я просто подготовлю эти, не знаю, видно или нет. Ну, вроде бы процесс виден, хоть эти шарики не видны. Придвинула стол поближе к плите, чтобы вам было видно. Чтобы ничего не пропадало, друзья. Вот так вот. Как раз и масло подогрелось, пока я делала эти шарики. Надо было чуть пораньше тесто вынуть из холодильника, но, если честно, я даже забыла про это тесто. Просто делая ревизию, что же у меня стоит в холодильнике, увидела,
Поэтому оно еще холодное и не такое гибкое, как должно быть. Гибкое, как оно сказать, неподатливое, холодное еще тесто. Это творог, друзья, просто я добавила сюда одно яйцо, соль и зеленый лук. Ну, немножко. Правда, у меня не очень-то любят с луком, но я все-таки рискнула добавить лук. Эти лепешки не обязательно делать очень тонкими. Стол стоит не на месте, поэтому шатается. Вот видите, из-за того, что тесто холодное еще, оно не такое вот прям податливое. Поэтому и форма получается не очень-то. Просто надо было хотя бы за полчаса достать тесто. Ну ничего. Так, бутылочку посередине. Оператор из меня никудышний. Еще одну покажу. Газ пока я поубавила. Видите, чем дольше лежит, уже податливее тесто. Холодное оно все-таки было не таким. Все-таки действительно раньше намного был праздник наш интереснее, конечно. Или это из-за того, что раньше я была молодая, мне было интереснее. Так, вот пока жарится одна, будем быстро подготавливать вторую, чтобы все быстро было.
сегодня надо компоты мне сварить, поставить. Но я дождусь все-таки. Все равно не дождаться тоже не вариант. Уже время почти поджимает. Если будет завтра праздник, но последний день, если сегодня, то мне надо тоже много делов еще переделать. А если только, то завтра тоже надо держать пост. Если честно, друзья, я лягу и отдохну. Ничего не буду делать. Меня базар действительно очень вымотал. Как я устала на этом рынке ходить. Главное, цены подняли. Особенно на зелень подняли цены. Ну, вот пропадет эта их зелень 3 дня. Что они с ней будут делать? Вот, ну не взяли. Продавали бы, как продавали раньше. Почему нужно вот даже на этом делать деньги? Как можно 150 рублей, 200 рублей просить за листья салата, которые у нас стоили до этого, ну, потолок 50 рублей. Вот это уже действительно искусственно поднятые деньги. Цены, вернее. Это намного быстрее, чем пирожки. А то же самое практически. Пирожки лепить же долго. А лепешки раз, и все. Первые 3 дня у нас дни мужчин. Мужчины празднуют, ходят, ездят. А уже 4-й день. Раньше, правда, был 3-й день. 2 дня праздновали мужчины. А на 3-й день женщины ходили. Ну, к родственникам своим. К соседям, к родственникам. Если снохи молодые, то к родителям. Ну, если родители живы, то к родителям. Обычно ездят. Сейчас просто немножко 1 день добавили для мужчин еще. Вот. И обычно у нас, вот, если везут сноху на 3-й, на 4-й день после праздников, ну, если официально не была отвезена, то официально стараются к этому дню как-то отвезти. И обычно к этому, к праздничному дню еще зятья, если не были, ну, не были еще ни разу у родителей своей невесты, то и зятья к этому дню обычно стараются поехать на, ну, если у них там есть сестры жены, то туда, ну, к сестрам жены, даже если они замужем, то туда ездят на праздники.
вместе с женой могут поехать, могут сами поехать, могут вместе с женой на третий день поехать, посидеть. Вот так вот. В принципе, на праздники все ходят. Просто первые 3-4 дня, конечно, женщины не выходят из дома. Как я уже сказала в том ролике, дети ходили раньше только один день, а сейчас и на второй, и на третий день. И по 3-4 раза по кругу ходят бедные. У меня тут вообще же новостройка, вот мало детей. Я даже радуюсь, что они 3-4 раз приходят. Когда-то много было детей, когда в компактном селе жили. Там бывало много детей. Так, ну что, друзья, весь процесс уже слишком затягиваю я. Наверное, было видно. Потом покажу вам. Так, лепешки я пожарила. А последний творог закончился. Я сделаю просто без ничего. Так. Ну вот, друзья. Сейчас быстро уберу. Ну вот, друзья. Лепешки у меня готовы. Голос совсем к вечеру пропадает. Только бы не упасть эти дни хотя бы. И вот так вот нарезаем наши лепешечки. То ли лепешки мягкие, то ли нож тупой. Последний, обычно у людей первый блин комом бывает, а у меня последний всегда комом. Причем всю жизнь так. Последняя лепешка обычно у меня горит. Забываю ее снять. Так, значит, вот, друзья, сейчас покажу вам. Вот, смотрите, какая мягонькая получилась лепешечка. Видите? И намного быстрее, чем лепить пирожки. Так что попробуйте, друзья. И жареные лепешки с творогом. Друзья, на этом свой влог я сегодня закончу. Большое вам спасибо, что вы смотрели, что вы заходите, что вы комментируете. До ифтара осталось буквально минут 20. Но мне сказали, что... Не мне сказали, а сын только что сказал, что сегодня не последний день, поэтому я более-менее спокойно отдохну сегодня, а с завтрашнего дня начну все делать, все свои дела, все, что мне надо. И хвала Всевышнему, что это сегодня не последний день, потому что у меня много дел, и очень я уставшая, конечно, хочу отдохнуть. Так что сегодня отдохну, завтра начну снова. И я поздравлю сегодня, вдруг я завтра не выпущу ролик, поэтому я поздравлю нас всех с этим праздником, всех мусульман поздравляю, желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, мира на земле, и чтобы действительно такие происшествия, как произошли в Казани, не повторялись никогда в жизни, чтобы ни одна мама не оплакивала своих детей. Конечно, это очень тяжело, это очень прискорбно, это действительно поразило всех людей, мне кажется, не только мусульман, не только, но и всех людей разных вер, потому что убийство детей хуже этого на свете вообще ничего нет, поэтому, судья им Всевышний, а их родителям только терпение. И я соболезную им, конечно, они не будут смотреть, но действительно это очень большое горе, непередаваемая боль, наверное. Я даже не могу найти слов выразить, что это действительно очень дико, это очень плохо, это очень обидно, что вот прямо перед таким праздником так вот люди, я даже не знаю, это не люди, наверное, просто, что вот так вот могут сделать с детьми. Вот на этом, друзья, я закончу свой влог.
И просто немножко поздравлю на своем языке. Может быть, я еще и завтра поздравлю, но сегодня тоже мне хочется. Поздравляю, мы сняли Махда, Огудут, Вайкаба Марха, Вайдя Ибадет, Вайден Сага, Дал Банисту, Да Ецут, Вайдя Чдуан, Джоп Лоуд, Шима Вырт, Могужвол, Жмяши Вож, Юхат Баут Вейник, Юх Мархи Борта, Ямах Бастужды. Говори, я слушаю. Адик Хайши. Ну вот как-то так, друзья, сегодня.